Каждое утро Рашаны Давтаевой начинается с приготовления завтрака для детей. В этом ей помогает пятилетняя дочь. Без посторонней помощи женщине не обойтись из-за патологии. Она родилась без рук. Поэтому даже готовить приходится с помощью ног. Так как я была первым ребенком своих родителей, для них это было неожиданностью. Сначала сказали отцу, предложили, что можно от меня направить в Москву, в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, что они могут отказаться. Конечно, родители были очень против, что они вообще предложили такое. Вот они с рождения воспитывали меня. Готовить и хлопотать по дому женщина уже привыкла. Раз в неделю к ней приходят социальные работники. Рашана была старшей дочерью в семье. До 9 класса школьную программу осваивала на дому, но с учителями. А в 10 классе стала ходить в школу. Затем поступила в ЧГУ на факультет иностранных языков. Однако после смерти матери не смогла вновь собраться силами и продолжить учебу. Сегодня самая большая радость ее жизни – детям. Ухаживать за ними не трудно, а одно удовольствие, признается женщина. Всю ночь то одной воду надо, то другой температуру спить, то спать, уложить. Конечно, за эту неделю я очень уже устала, но альхамдулилла. Есть много людей, у которых не то что семьи, не могут иметь детей своих. Я дейл сова то. Это все такие домашние хлопоты, можно сказать, счастливые хлопоты. Большая семья – главная ценность жизни, говорит Рашана, но есть у нее и другая мечта. Я очень хотела поехать в Мекку, хаджа. У каждого приходит какой-то свой момент, когда у него всем сердцем и душой он прям стремится туда. Людям с ограниченными физическими возможностями власти уделяют большое внимание. Инвалидам ежемесячно выделяется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Также предоставляются субсидии на улучшение жилищных условий. Инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, предоставляется субсидия на улучшение жилищных условий. Размер индексируется ежемесячно. В этом году размер индексации размер субсидий составил чуть более 500 тысяч рублей. На учете у Министерства труда и занятости на улучшение жилищных условий стоят более 5500 инвалидов. 715 человек такую помощь уже получили. Луиза Хатуева, Халид Маусаев, Джамал Хаджалиев. Новости.